Я, короче, дорогие друзья, сегодня хотела отдохнуть. Думала, ничего снимать не буду, ничего не буду делать. Буду лежать целый день на диване, как тюлень, и смотреть какие-нибудь криминальные передачи или сериалы про маньяков, всякие триллеры. Но не тут-то было, короче, оказывается, надо выкапывать картошку. И теперь мы едем в деревню вместе с Альбертом. Все планы пришлось поменять. Картошка же нужна. Самая вкусная — это вообще нуримановская картошка. Нигде вкуснее больше картошку я не ела. Я не знаю, это от чего зависит, от земли или, может быть, от чего еще? От сорта. Ну нет, ну такой сорт картошки же мы тоже в других местах ели же, но не такая же. Мне кажется, это от земли все-таки зависит. Там земля уникальная. В Нуриманском районе уникальная земля. Юганда уже проваля. Голое поле. Картошки нет. Можно разворачиваться и ехать домой. Смотрите, сколько картошки. Офигеть. Мужики копают. А мы, когда подсушится, потом выйдем. Нам сказали ждать. Что, тебя не продали, что ли, до сих пор? Никто не покупает тебя? Мышек, говорит, хорошо ловит. Очень много картошки и очень красивая. Прямо самый раз. Сери бульгурман. Хотя люди говорят, что сери башлаған. Башлаған? Есть, говорит. Короче, мы уже тугун қаялыда. Қайнағымақ. И будем собирать картофан. Пол гаража картошки. Но это еще мало. Это вообще мало картошки, потому что еще все до конца не собрали. И знаете что? Вот сегодня этот Хайным на нас ругался вообще. Не разрешал нам собирать среднего размера картошки. Представляете? Он разрешал вот только собирать вот такие. Вот такие, вот, короче, крупные. А если мы собирали вот такой, он на нас кричал. Говорил, не собирайте такое. Это малга. Вот так говорил. А мне жалко, например, собирать вот такой средний размер картошки малга. Ну вот как это? Вот это малга может быть? Это же нормальная картошка. Нет, это малга, говорит. Семенага эрлерді ультратават, говорит. На семена отдельно, малдарға отдельно. Короче, все отдельно собираем. Мама айтады папаға, что оның тілі орнай баштады. Тимир күнгәне ахыр бибәргән күрдәк. Айгырын күтәрә утырады. Уны сылтырып ти. Манда җиткән. Мама пельмешки сварила и овощи в духовке. Торсын инде шуны, торсын. Буна шүкәләр. Ул тиген син ашамайды ул. Был маманың блюдо, был маманың блюдо, был мына папаның блюдо. Все налетели, да? Все налетели. Башта ашамайды тенилер, да. И сразу балыкка налетели. Давайте папа рецепт бергенде хәзер. Ничек бешердегез? Тедип куйды да. Шуннан суганын, помидорын алды. Тедип бер парда бешерәдек. Пардамны? Не, табаны яп куяда, майтала. С овощами помидоры бар. Помидор тәмлесен гәстәмне мен шүкәтен бешкән ки, ада алабугасын ашап беттем. Алабуга калмаган шундый. Ашап беттем. Иши мама әйтә, худа бешкән тәмле түгел, ашамагы. Индермәгез ди, аны кем ашай ди? Үзе алабугасын интәдә бәреп бетергән. Вот мама. Аны кем ашай ди, иши безгә әйтте. У меня головокружение началось. Или работать не хочу. Из-за этого организм такой сбой дает. Для меня это привычная норма. 115/73. Что это? У тебя рабочий какой? Я не знаю даже свой рабочий. Так понижен. Жить будешь. Жить будешь. Айгуль диагноз поставила. Жить будешь, Тине. Альберттің бешеная скорость. Ол до такой степени бәрәңге бұранган, бәрәңге утыртып, бәрәңге сығарып, профессиональный бәрәңге сығарылсы и бәрәңге утыртылсы. Да. Вот ты ничего въехал, ай? Это ты потому что вырос на этом поле, да, Альберт? Конечно. Это же родное. Родное. Вот для карат какую картошку мы собираем.
Вот такого размера. Вот, видали? Все они крупные картошечки. Потому что очень унган баранга в этом году. Очень много, говорят. И уже в Нуриманском районе, говорят, люди продают картошку по 30 рублей за килограмм. Представляете? Короче, кому нужна картошка, берите нуримановскую. Она очень вкусная, очень. Вообще меня нельзя физический труд достав. Давно поясница не болела. Вот эти сапожки, да, вообще офигительно классные, легкие, да. Я их брала на Wildberries. Есть также красного цвета. Очень удобные, очень легкие. Вот смотрите, какую мелкую картошку я набрала. 2 пакетика достав. Вот один и вот второй. Все мелкие. Буду в духовке готовить. Нормальная картошка. Вот нормальная картошка. Вот такую папа нам заставлял собирать. Только вот такие огромные, представляете? Остальные не разрешал. Привет, друзья. Сегодня шашлычный день. Я одновременно жарю рыбу и готовлю шашлык. Вот, друзья, покажу вам я сейчас говядину. И у меня вот здесь жарится рыба. Это караси. Говядину я всегда отбиваю. Беру просто пакет, сложу. Вот так. Воздух выпускаю. У меня еще вот купил новую эту вот такую специально для шашлыка. Вот сюда вот так ставлю. И вот так. Она очень мягкая получается говядина. Все готово. Так, рыба скоро у нас подойдет. Я рыбу жарю без крышки, потом до оставания 2-3 минуты до жарки закрываю чуть-чуть крышку, но приоткрытой, чтобы она дожарилась нормально. Боюсь, что этот не дожарится, потому что караси крупные. Сейчас на мойку. Так, первая партия караси уже готова. Снимаем. И сейчас вторая партия. Давайте вот так я вам покажу. Короче, вот у меня картонку поставил, потому что этот ветер же, а здесь не продувает. Так, пошли. Это у нас окуня. Окуни. Вообще самая у меня любимая рыба это окунь и карась. И щука. Одна сторона минут 5, вторая сторона тоже. Я дожариваю хорошо. О, грязно уже здесь. Когда жарится, поставлю шашлыки. Ну, сейчас уже начну одевать и сразу начну жарить. Сейчас все, переходим туда, ребята. Я купил специально вот такие шампура. Они как раз влазят мне этот. Вот это сюда, влазит. Короче, их 1, 2, 3, 4, 5, 6, а еще 7, только их же 7. А их 5, их 17 должно быть. Что-то, где они? И тут они шампура маленькие. Так, начнем одевать рыбу пока сюда. Это рыба. Открываем шашлычок. Вот так. Ставим. А ну-ка. О, вот самый идеальный. Как раз одеваем сюда. Вот так. Оп. Соседи забор делают, а я шашлык жарю. Как-то неудобно получается. Вот у меня, видите, уже сколько получилось рыбы. Еще столько же будет. Рыба очень полезна для мозгов особенно. Кто много рыбы кушает, тот умный. А третья партия. Здесь еще у меня караси, оказывается, остались. Карасики. Жопошарики. Отлично. Это у меня мука. Она всегда вот здесь у меня. Потому что муки не напасешься. О, окунь. Обалдеть. Вкуснее в жизни не ел. Вот смотрите. Смотрите. Видите?
делаем наши варежки, потому что один раз я взял без варежки, и у меня шрам теперь на руке. Ох, какая красота! Как поджаривается. Ох ты, ох ты. О, класс просто. Опа. Нашу красоту. Берем один шампур. Снимаем один шашлычок. И пробуем. Уф, он горячий. Блин, горячий. Пошел, друзья. Во. Как вкусно. Обалдеть. Уходом очищаю гриль. Потому что горячий. Вот очистишь и все. До следующего раза. Все готово. Все чисто, аккуратно. Видите, как удобно. Гриль называется Char-Broil. Профессионал. Все, закрываем. Идем домой кушать. Пойдемте с нами. Қарағдар немендей шашлык пішіріп қойған и немендей балық. Ой-ой-ой. Это просто как в лучших ресторанах Парижа. Вот, я же вам сказала, что Азалия еду начала взвешивать. И чё, сколько можно? Ну, нет, я же говорила, нет, столько можно, сколько нельзя. А зачем тогда взвешиваешь? Чтобы записывать, что я это ем. А, понятно. И куда ты это вносишь? Fat Secret. Fat Secret. А, расскажи про это приложение Fat Secret. Короче, есть приложение Fat Secret, там тебе, ставишь какой у тебя колораж, там тебе высчитывают количество белка, жиров, углеводов, можно записывать продукты всякие и так далее. А оно бесплатное могу? Да. Бесплатное совершенно? Да. Как называется еще раз? Покажи, давай, люди пускай знают, показывают. Fat Secret, вот оно. Где? Вот такой вот зеленый, видите? Fat Secret. Скачайте вот это приложение. Азалия говорит, это очень удобное. Ну, кто колораж там считает, и кому надо еще меню. Вот, каждый день какое-нибудь меню. А там есть меню? Ну, да. Фига себе. Ну, так давно шашлык хотела. Постоянно мясо охота. У меня еще много хлам. Клетчатки, да? Что, в мясе, в белка? А, белок. Клетчатки много Клетчатка это мяса. овощ. Даже помидоры взвешивают, Азалия. Сейчас я покажу вам. Смотрите. Огурцы взвесила, помидоры взвесила. Укроп еще взвешиваю. А, точно, укроп не надо взвешивать. Ем укроп. А надо. Укроп это клетчатка. Сейчас еще моцареллу взвешу. Я все взвешу. Мне моцарелла оставь. А раньше к шашлыку картошку в духовке с майонезом, с чесноком делали. А сейчас не делаем. Сейчас все на ПП. Даже папа. Папа давно на ПП же. Много лет. На жесточайшей диете. Так папа всю жизнь вообще. Это мы самые последние с тобой сели на ПП. Это папин стиль жизни. Да. Вот кто настоящий ветеран. Не говори. Все нутрициологом. ППшник. Ветеран ППшник. Говорят же, ВДВшник, а он ППшник. Всю жизнь же говорил. Я хлеб больше не ем. А хлеб купишь больше всех и раньше всех сожрет хлеб. И каждый раз замечала, да? Хлеб покупаешь. Я хлеб не ем, мне хлеб не надо. Ага, а хлеб купишь, потом хлеба нет. Помните вот эту кучку, большую, кстати, кучку меда? Теперь это небольшая кучка меда, я потихоньку всем раздаю. Теперь вот хочу отнести соседке Филиппа, я ей еще не дала. 2 соседям дала, дяде Юре дала, потом Алифепара дала, и Филиппара еще не дала. Потом еще одному соседу не дала. Короче, всем дала. И еще всем соседям дам. Ой, блин, прикол. Смотри, где мои гортензии уже покраснели. Видали? Как красиво, да? Ну, петуни, блин, от дождя, смотрите, что с ними. Почернели. В тот раз мне кто-то писал, а что вы не показали цветы, которые Диля посадила? Вот,
в очень хорошем состоянии. Вот такие вот горшочки. Смотрите, какая красота, да? И на этой стороне тоже так же вот горшочки. Вот, красиво, очень красиво сделала Диля. Мне так резко мысль пришла, чтобы прямо охота была всем соседям-пенсионерам раздать мед. Раз уж такая мысль пришла, решила все это осуществить. Филиппай! Филиппай, міне, бал. Әйдете камераны. Я кірмейім. Тотығын Уф, ауыр Филиппай ма тот. Пәттес мала. Билім ауырта. Бір бал көтергенде билім ауыртады. Сәске қырында түшірейік. Көргенде сәске қырында түшіртей мені тек. Рахмат инде. Что за праздник? Яқ, мен теге бүтін көршілерге, олаларға бал таратып сығам тек өдебе өді бергенім. Рахмат Соға инде. хәзір очерт келіп етті. Рахмат инде. Әйден керем сейсірген. Сестренкалар келгендер. Йоқта берем. Кірмейм. Қонақ түгіл еталар. Мұса ғана келгендер. Қонақ түгіл Помидорлар ма? Помидорлар. Помидор мен де өдімде отырттым бет. Бұйыр шылай мені. Әйе, бұйыл жылай мені те аптырайдар даже көршілер помидор тұртқан. Юқ, кірмейм. Ярато. Бірсі жақынан сейсі. Уға бар еде. Яғын сенің де. Бұнда қонақта ғой. Ой, бұнда қонаққа келіп өләктім. Филиппа, ятағын айтыр. Көршілер мені танымай, представляете ма? Фигуристка болып кеткенім. Бұнда Филиппаның үйде тулы қонақ білен өше мен бұнда келіп ендім. Филиппа айтам, менің де балым бар деп, қарайделді кете, аша мен екенде. Қарайделдің балыман әлі сейсей келді. Ана халыға келген, сүретін ебет. Мұны құдағыда бұшқа Бұл бөлген. причишный, мына тоже бушқа. Филиппаға везет, бал бушқағына келіп тұра екен, доктор, көрдіңіз ме? Өде әйбет кеші оған мына шайды бушқағына неме келіп тұра. Құдағым, екі балым келеді бұшқа, екі балымды. Мұны көшігейім көркен өше. Альбертмен есен ауғана қолынар енді еші қоятсында біліп. Таза болып. Артығын алмайым, қорқмағыз. Жоқ, Есі отырған тұра жоқ, керек мейді. Esmeder, Yok, seyse yok, yok, отырған. başlıkta seyse, başlıkta Başlıktır seyse. seyse. Meyseler Қолы seyse. балық менен. İşleyim buna dikavur kaçı sen de Hadi geçeriz mi? 60 Nereye oluyor YouTube izliyorsak? ilinden. İlinden sıkıntı. Pavlidisi. Bu yok, işte gerek. Yürügünde. Yürütkünde. Ну, вообще, ну, молодец. Машина отырып кетеді келді. Gidemem o ayaklarına deyince hadi. O ayağa kadar operasyonlar dikavurda. Мәселе машиналар йөрөйт. Миңеле әйтә, йөрү машиналар, йөрү. Мен куркам ефсем. Yürümeyin. Ну, албет мына итерһә, алып йөрөйм. Айнык бу йөрүмәйм. Айнык бу миңа машина эләкмәй. Конечно. А право есть, получается? Есть. Алып бирдем машина, бирмә миңа. Yara. Alıp bir vakit yetkez. Ай, мен ничә ел карайым. Vakit yetkez alıp bir. Права алганга 7 ел. Yara. Вакыты һаман җитмәй дә. Иде. Идем, говорит, ко мне ассистентом. Я, говорит, тебе буду платить 15 тысяч. А біздің некоторые ученицы, оказывается, айталар, миллион 5 миллионга істеп отырам, что ли? Зарплата, что ли? А наши лучшие ученицы говорят, ну так тебе же опыта надо набраться. Я тебя буду всему учить. Я свой опыт полностью тебе, говорит, передам. И тебе в день надо тратить всего лишь 2-3 часа. Это же хороший заработок за 2-3 часа 15 тысяч, говорит. Ты потом, говорит, опыта наберешься, потом, говорит, ты больше зарплаты уже будешь искать, говорит, селлера себе на Wildberries. Понимаете? А многие, говорят, нет, бізге айтылар, что мына 50 мың ақсаштарға бола. Мен хочу сразу 50 мың 65 мың. А опыта набираться никто не хочет, доктор. До 50 лет она работала в найме. У нее очень такая мотивирующая история. Бухгалтер же, да, по-моему, было? Что-то такое, Какой да? Или не бухгалтер? Я не помню. Она сама в пекарне работала, хлеб пекарня? пекла. Она пекла. У нее муж умер. Стало туго с финансами. 2 детей, нужны же деньги. Детям сейчас надо учиться, что делать. И из дома начала сама резать лапшу и продавать знакомым, родственникам. И представляете, у нее пошли хорошие заказы. У себя в огороде построила большой гараж. И теперь там у нее огромный цех, и там несколько, 5-6 человек у нее работают посменно и делают разного вида лапшу, и бич-барба, короткую лапшу, длинную лапшу, разную лапшу делают. Начала уже поставки в Уфу, в Давлеканово, и сейчас уже на Wildberries вышла. Да. И нашу ученицу, мы как с ней познакомились,
Через ученицу. Вот вы говорите, что в 40 лет жизнь заканчивается. Хрен тебе заканчивается У неё в только 40 лет. начинается. У Резидапай 50 лет новая жизнь началась. И когда я спросила у Резидапай, да, я говорю, Резидапай, я говорю, что у вас поменялось в жизни после того, как вы занялись бизнесом? Абсолютно все, говорит, изменилось. Сейчас какой бизнес бесят, понимаете? Да, да. Все изменилось вокруг. И она говорит, я тоже изменилась. Говорит. Я, говорит, не ожидала от себя, что я могу быть такой, говорит, бизнес-леди. В нас очень много спит, внутри нас потенциала очень много. Мы просто его не можем разбудить, или не хотим, или ленимся, боимся. История, да, меня прямо вдохновила. Я про нее даже целый выпуск, как кино до меня, Паша. А что, не выпуск, что ли? Ну да, по сути, И целый я, кино. когда вот такие выпуски снимаю, да, люди говорят, реклама лапшаны. Бляха-муха, Да-да-да. я наоборот снимаю, конечно, вдохновляться и тенте. Прикинь, что А тут говорят, 50 реклама, да? лет тоже можно начать. Представляете? В нас очень много потенциала. В нас очень много неиспользованных ресурсов. Мы не пользуемся, ёпросота. И я вот это тоже очень поздно поняла. Дурочка такая была, бляха. Вот какого черта я не пользовалась такими своими ресурсами внутренней энергии? Почему не Ну, пользовалась? видите, вы вот в это время до этого дозрели. Кто-то Да. потом, например. Кто-то вот как Реза по 50 лет дозрел. Да. Просто я хочу сказать, понимаете, один маленький шажок, неважно во сколько лет, может изменить все. Если вы хотите перемен, если вы хотите лучше жить, надо что-то для этого делать. Хотя бы лапшу из дома резать. Или же купить у нас обучение по Wildberries. Сейчас мы расскажем про потребительский терроризм. Как некоторые люди обманывают. Охота сказать ну не буду говорить, блин. Наедалово, конкретно Да, наедалово. наедалово. Мы вас всех все равно вот выявим. И выявим, кто это сделал, между прочим. У нас уже расследование началось. Мы даже частного детектива наняли. Понятно? Мы узнаем, кто это сделал. А кто что сделал, вот сейчас Азамат сам расскажет лично. Давай, Итак, Азамат. Вот это наш костюм. Вот и вот пришел возврат не наш костюм. Вот, А цвет смотрите, детской матур неожиданности. кремовый костюм, вот БД. И вот смотрите, не, самое главное вот Вот, это. БД БД. 56, 58, Теперь размер. Вот такой вот. Здесь, значит, приходит БД. Угу. Да, вот он тоже вроде бы БД. Тоже Но БД. здесь какой-то мод джинс. Мод джинс. Подмена. Это был, подмена. короче, китайский магазиндан алгандар, по ходу дела. Да, кто-то да? купил в Китайке где-то там дешевого, Ага. нет, синтетический материал. Ага, был, короче, дустар, совсем материал айрла. Вот Да. даже посмотрите расцветку, вот смотрите, тюсим карагат. Это у нас какой молочный, красивый молочный цвет, а это некрасивый молочный цвет, который перекипевший молоко, между Да. прочим, садик таштагас повар был, белям, как выглядит перекипевшее молоко. И вот, дустар, смотрите, мод какой-то инянг баше, миникинде БД. И вот смотрите, шнурок, видите, наш белый, а здесь черный. То есть это явная подмена. Да, и вот в чем дело-то, хадр, люди до конца могут не понять. Короче говоря, біздің костюмды алғандар, хатып алғандар. За 5000. За 5000 алғандар. И потом, короче, эшләгәндар возврат. Но нам пришел возврат совсем другой костюм фирмы Да. МОД. Смешных ценах какой-то за 1000 рублей. Ошы костюмды алғандар. Біздің этикетканы прикрепили, потому что он почти одинаковый, почти, хочу сказать. Біздікінің қарағын астын бында резинка, бында біздің шнурочек тұр. Біздікі ұзынырақ, И был больше. қысқарақ. И был тарақ, достар, да. синтетика. И синтетика материал, галимая синтетика. Понимаете, они хороший наш костюм качественный оставили, бадыныкын башкирский домохозяйканы, и бирканы переставили и отправили как возврат. Вы понимаете, достар, что вытворяют некоторые люди, лишь бы оставить себе мой качественный костюм. Видите, даже идут на обман. Что я им сказала? Да, теперь самое интересное. Расследование продолжается. До этого где-то за 2 недели мне пришел очень тоже похожий на этот костюм. Ага. Но на Чёрного нём- цвета мы, да, тоже только чёрного. возврат мы. Да, тоже возврат, тоже отказались. Да. Ага. Но здесь нет никаких бирок, этикеток, ТГСМНС. Ага. Здесь начинаем искать, тоже нет. Ага. Теперь, смотрите, самое интересное. Вот здесь случайно накатываю, смотрите, что Опять написано? мод. Мод. Мод опять. То есть Урдырин кто-то ме? 2 раза аж сделал это. Это Кто-то один 2 раза. человек. Это один А мы этого не человек. узнаем никогда. Мы этого не В узнаем. смысле? Зачем ты так говоришь? А как Мы частного детектива наняли. Ну, Мы если все вы равно через Wildberries выйдете, узнаем нам через дадут. детектива. И всех вас выявим! Денег битит, бля. Вот так вот, достар. Вы думаете, мы вас не выявим, что ли? Еще как выявим!
Вот Вот так вот. офигейшие Вот. морды! Теперь вопрос, а что с этим делать? Ага. Что нам сейчас с этим А делать? что да? мы не можем Вайлдберриска предъявить? Нет, Какого черта алар не посмотрели товар и приняли Ну, это типа чужой выдача товар? заказов, как бы, но от них ничего не возьмем. Короче, Wildberries на стороне покупателей, к сожалению. Да? То есть, да, селлеры из-за этого страдают. Это вот проблема селлеров. И мы с этим так ничего не вот, сделаем. Достар. Так что селлером быть, я вам уже много раз говорила, очень опасно, зависимо от всяких погодных условий. Я же вам в тот раз говорила, что если вот нету погоды, летние костюмчики не продаются. Лето какое в этом году было? И вот такое лето было! Хреновое лето было! Из-за этого мои летние костюмчики нифига толком не продавались, Достар. А я туда всю душу вложила. Такие яркие, сочные, красивые костюмчики сделала. Понимаете, да? Решили вам позвонить, просто вы на эфире, прям ваше сообщение меня очень тронуло. Гульнара, я тоже тут, мы вместе домой едем. Здравствуйте, Миляша. Здравствуйте. Сообщение прочитали, и даже Азамат этот чуть не расплакался. Серьезно, да? Да. Я сама в шоке тоже. Уф, рахмат Гульнара, а вы Миляша. откуда сами вообще, да? Я из Учелов, А сколько вам лет, Гульнара? 36. Я в 2021 году попала в ДТП и, получается, сломала позвоночник. И долго лечилась, репетиции постоянно катаюсь, вот езжу в Москву, в Екатеринбург, в Новосибирск, везде пытаюсь как-то восстановиться, но пока сижу в коляске, получается. Ага.